Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ингушетии. Руководитель региона информировал главу государства о социально-экономической ситуации в республике, общественно-политической обстановке в регионе и выполнении поручений президента, данные им в ходе рабочего визита в Ингушетию в сентябре прошлого года. Об этом сообщает сайт Кремля. Это уже третья встреча Юнусбека Евкурова с Владимиром Путиным. Президент заслушал доклад и отметил рост валового продукта в Ингушетии. В целом в регионе наблюдается стабильная общественно-политическая и социально-экономическая ситуация. На протяжении нескольких лет отмечается снижение общего числа зарегистрированных преступлений. Эта же тенденция сохраняется в 2016 году. Несомненно, вся эта работа стала возможна благодаря профессиональной деятельности органов правопорядка и сплоченности общества. За прошлый год не было ни одной жертвы из числа сотрудников правоохранительных органов. В этом году, в единый день голосования, в Ингушетии, наряду с выборами депутатов Государственной Думы России, пройдут и выборы депутатов Народного собрания Ингушетии. По рейтингу эффективности управления республика вошла в двадцатку регионов. В 2015 году Ингушетия уже на 11-м месте, отметил Юнусбек Евкуров. Общественно-политическая обстановка в целом республики нормальная, хорошая, стабильная. И по итогам 2015 года, начала 2016 года, что здесь огромную работу и то, что проводила и проводит Федеральная служба безопасности, другие органы правопорядка. Ну и важно отметить, что и общество совершенно по-другому уже относится к таким направлениям и помогает в целом и власти, и органам правопорядка. Если брать социально-экономический блок, на что мы сегодня делаем больше упор, то мы по рейтингу эффективности управления республика вошла в двадцатку регионов в 2015 году на 11 месте. Это тоже хороший успех и хороший показатель. В целом, по всем показателям мы не в минусе. Валовый региональный продукт вырос на 9% и составил 57 миллиардов рублей. В этом году эксперты ожидают рост объема ВРП на 16% до 66 миллиардов рублей. Дотационность республиканского бюджета снизилась с 38,9% в 2014 году до 37,4% в текущем. Собственные доходы бюджета выросли на 14% и составили 3,8 миллиардов рублей. Экономисты прогнозируют рост доходов бюджета на более чем 5%. Индекс сельскохозяйственного производства вырос на 2%, положительно. Динамика сохраняется и в развитии промышленного комплекса. Рост на 0,3%. Безработица сократилась с 15% в 2014 году до 14% в 2015. Ввод жилья составил 262 тысячи квадратных метров. Ингушетия стала одним из первых регионов страны, которые досрочно завершили программу по ликвидации аварийного жилья. В новые квартиры переселилось более 3000 человек. Я бы, например, лично никогда бы не построила бы эту квартиру. А вот благодаря этой программе, благодаря руководителям, нашему президенту, нашему главе, нашим строителям, мы вот теперь будем жить вот в этой красивой квартире, прекрасной. В этом году ожидается ввод еще 230 тысяч квадратных метров жилья. Строить Ингушетия любит и умеет. Ингуши очень трудолюбивый народ. И, конечно, жить на такой благодатной земле, в аварийных домах, плохо пригодных для жилья, наверное, неправильно. Именно поэтому республика вместе с фондом ЖКХ, мы здесь работаем рука об руку. Ну, работаете вы, а мы выделяем бюджетные средства и смотрим за тем, как строится жилье. Работает очень успешно. И я хочу сказать вам, что в этом году республика первая в Российской Федерации из субъектов России, у нас еще есть 3, но вот вас мы называем первыми, кто полностью выполнит программу переселения граждан из аварийного жилья. Также успешно завершена программа переселения граждан из оползневой зоны, в результате чего в Малгобекском районе появился целый микрорайон, 32 новых многоквартирных дома, 843 квартиры. Обзавелись новым жильем и вынужденные переселенцы из Чеченской Республики. Для них в сельском поселении Яндари уже сданы 10 домов, куда переселились 581 семья. Хочу поздравить сегодня всех вас. Особенно отрадно, что мы сегодня это событие проводим в канун светлых майских праздников. Пусть в ваших квартирах всегда царит спокойствие, хорошее настроение, все беды и невзгоды обходят вас стороной. Пусть ваши стены
новые станут для вас родными. Последовательная инвестиционная политика позволила за последние 5 лет в 2 раза увеличить объем внебюджетных инвестиций с 3 до 9 миллиардов рублей. Самые яркие примеры создания в рамках политики импортозамещения яблоневых садов интенсивного типа на более чем 300 гектарах. Сад-гигант Ингушетии расширяет свой ассортимент. В этом году в хозяйстве ожидается первый сбор черешни, абрикосов, персиков и слив. К тому же здесь появился свой питомник саженцев, а рядом строится логистический центр для хранения фруктов. Это мой первый визит в Россию и в Ингушетию в частности. Проект, который мы здесь закладываем, первый в республике. Работы здесь практически не прекращаются. И при возведении питомника есть только один короткий период зимой, когда работа не производится. В остальном, грубо говоря, будем работать без отдыха. Уехать я планирую только после реализации нашего проекта. Также на основе государственно-частного партнерства начал свою деятельность молочно-мясной комплекс на 800 коров общей мощностью 6000 тонн молока в год и позволил обеспечить рабочими местами более 70 человек. За счет внебюджетных средств построено 2 молокоперерабатывающих завода. Удалось реанимировать прудовое хозяйство по производству товарной рыбы. Таким образом, в скором времени в республике появятся специализированные магазины «Сделано в Ингушетии», в которых будет представлена продукция местных производителей. Что касается промышленности, то в Карабулаке запущен завод по производству полимерных труб, который выпускает полиэтиленовые и полипропиленовые изделия. Количество созданных рабочих мест на предприятии 300 человек. В Аль-Юрте завершается строительство швейной фабрики «Ингушетия», выпускаемые изделия, школьная форма, спецодежда, трикотажная продукция. В швейном объединении смогут трудоустроиться более 600 человек, а в Малгобекском районе строится завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких светодиодов. По исполнению майских указов президента России Владимира Путина Ингушетия также в лидерах. Только в этом году были открыты новые и реконструированы старые школы, благодаря чему регион полностью ликвидировал трехсменку и на 10% уменьшил двухсменку. Численность обучающихся в первую смену увеличилась до 93%, а охват детей дошкольным образованием до 45%. Ингушский государственный университет обзавелся новым корпусом и научной библиотекой. Министерство по делам Северного Кавказа, Министерство экономики, Минобор, другие министерства здравоохранения, они довольно серьезно помогают. Только в этом году мы реконструкцию новой школы, порядка 21 школы в республике более. Успех мы полностью ликвидируем в этом году трехсменку и на 10% уменьшаем двухсменку. То есть хороший показатель по школам. В сфере здравоохранения удалось увеличить обеспеченность больничными койками на 10 тысяч человек. Были открыты республиканский противотуберкулезный диспансер со стационаром на 300 коек, эндокринологический диспансер на 150 посещений в смену. По поручению президента России Владимира Путина в этом году будет сдан первый в республике перинатальный центр и онкодиспансер. Теперь и дороги уже не беда. Дорожные службы провели большую работу по реконструкции участка федеральной автотрассы М-29. За счет внебюджетных источников полностью выполнена работа по горной дороге. Качество дорожного полотна уже не раз опробовали профессиональные автогонщики. Не отстают и другие виды спорта, как для начинающих хоккеистов, так и настоящих мастеров в регионе. Открылся Ледовый дворец Эрзи. А в Магасе школа большого тенниса, в которой несколько десятков самых юных теннисистов уже расчехлили свои ракетки. В этом году для любителей спорта в Яндере откроется первый в сельском поселении ФОК. Также в рамках поручения главы государства строится дворец спорта. Основной вопрос, с которым я сегодня к вам пришел, я согласовал со всеми руководителями, министерствами, это федеральная целевая программа. Мы ее завершаем в этом году. В рамках вашего поручения под программу социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа туда вошли мы, но по строительству объектов экономического направления, чтобы мы могли зарабатывать. И опять же в рамках ваших поручений мы подготовили проект федеральной целевой программы, или она будет как подпрограмма Минкавказа, социальное развитие Республики Ингушетия, чтобы все-таки отставание от других субъектов сократить. Здесь у нас объекты культуры, образования, здравоохранения и спорта, то есть только социальные объекты. Поэтому Минэкономики, Минкавказ, они все подтверждают, поддерживают. Я разговаривал с Дмитрием Николаевичем Казаком и с Александром Геннадьевичем Хлопониным, они поддерживают. Поэтому я письмо написал, просил. В этом году мы завершаем. Рост ВРП за эти годы в 3 раза, да? Да, у нас хороший показатель. С 2008 по 2015. Да, Очень мощный показатель. Хороший показатель, действительно хорошо.
В республике увеличилось количество учреждений культурно-досугового типа на 24%. Для любителей творчества в Магасе открылся Центр культурного развития. Не отстает от равнинной части республики Горная Ингушетия. Сноуборд, горные лыжи, открытые плавательные бассейны, велотропы и бейсджампинг. Благодаря развитию курорта Арымхи количество туристов, посетивших Джейрахский район республики, увеличилось вдвое. Этот год обещает еще больше открытий и свершений. Илес Курскиев, Хусен Гагиев. Новости 24.